Кто сильнее? Команда ФБФ, состоящая из сотрудниц факультета и капитана Вадима Толумбаева, или же команда спортивно-оздоровительного комплекса БГПУ, в чьих рядах спортсмены и мастера спорта? Конечно же, команда девушек сильнее, но только духом, ведь мало кто отважится тягаться со спортсменами. Мы рассчитывали только на победу и на первое место. Эта спартакиада дает нам, во-первых, духовное развитие, так скажем, да, и, во-вторых, физическое развитие. Да, в перетягивании каната сборной СОКа равных не было. С легкостью они одолели команды ЕГФ и АХУ. Только вот со сборной Олимп пришлось потягаться. Победе способствовала правильно выбранная тактика. Все эти батальные схватки происходили на спартакиаде среди сотрудников Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. С 19 по 28 февраля сотрудники и преподаватели университета погрузились в мир спорта. Состязались в разных видах – баскетбол, волейбол, мини-футбол, шашки, пулевая стрельба, плавание, перетягивание каната. Есть такое известное выражение – в здоровом теле здоровый дух. Это уж всем известно. Вот. Но вот мы ведь каждый год пытаемся проводить эту спартакиаду и назвали ее как раз «Здоровье» в целях укрепления здоровья, прежде всего, преподавателей и сотрудников. Но, к сожалению, приходится констатировать, что вот от участия только вот один раз в год на этой спартакиаде, конечно, особо не укрепляет здоровье, к сожалению. Вот. И потом, поэтому приходится утешаться тем, что вот такие подобные мероприятия, как спартакиада здоровья, хотя бы для развития, для укрепления корпоративного духа. Пулевая стрельба в этом году впервые проводилась в стенах нового спортивного оздоровительного комплекса. Первым тир опробовал Раиль Асадуллин. Он внес свои 32 балла в копилку сборной ректората. Теперь смотрите, вот эту ногу правую назад и вновь. Опирайтесь, не торопясь. Чуть ниже. Да. У меня какие тут девятки, да? Нет, это же десятки, вот ожог 10. Две десятки. 9. 9. Вертикали здорово. В соревнованиях по плаванию самые лучшие результаты показала команда «Олимп». По их словам, одно удовольствие плавать в обустроенном бассейне. Участники соревнований всерьез задумываются о том, чтобы и после окончания спартакиады продолжить заниматься спортом. Как раз для таких сотрудников в нашем университете предусмотрены спортивные секции. Поэтому хотелось бы, чтобы все мы были здоровы, чтобы не только для того, чтобы укрепить, развивать корпоративный дух, хотелось бы, чтобы вот подобные мероприятия, не обязательно в таком соревновательном характере, проходили в течение года. Хотелось бы, чтобы вот вначале участвовали побольше вот, по количеству людей, наших сотрудников на этих мероприятиях, а потом вот как бы по инерции уже продолжали бы, если ходить на кружки, на секции, вот по аэробике вот мы пытались, по мини-футболу, по баскетболу. Вот были бы такие команды, если бы в течение года потихонечку вот так вот играли бы и успешно могли бы участвовать, наверное, и в спартакиаде между вузами. Спартакиада сотрудников здоровья подошла к своему логическому завершению. Как и в любых состязаниях, здесь есть победители. Сегодня это команда естественно-географического факультета. Но не только ловкостью, скоростью и упорством был завоеван главный кубок. Сплоченность коллектива, командный дух. По словам участников команды, секрет успеха именно в этом. Сладкие призы не единственные, чем были награждены участники. Команды, занявшие призовые места, получили в подарок новую спортивную форму. Так что впредь участников можно будет различить по цвету футболок. Все участники высказались за то, чтобы спартакиада здоровья имела долгую историю. Ведь работа работой, а здоровье и отличное настроение важнее всего.